2018 стал золотым для бурятской вольницы Стальвиры Оршуш. Спортсменка выиграла практически все турниры, где выступала. Золотым для Оршуш стал Кубок России, Чемпионат России, международный рейтинговый турнир в Канаде и международный турнир по женской борьбе в Швеции. Самую яркую победу Стальвира Оршуш одержала на чемпионате Европы в Каспийске, где в финале весовой категории до 53 килограммов Анна Натуше выиграла двукратной чемпионки мира и действующей чемпионки Европы Ванессы Колодинской. Оршуш входит в состав сборной России и уверенно движется к своей главной цели – Олимпийским играм 2020 в Токио. Прошедший год стал победоносным для Кристины Ткачевой. Перейдя во взрослую категорию, двукратная победительница первенства мира 2015 и 2017 годов вполне уверенно чувствовала себя на ринге. Сначала золото чемпионата России, затем серебро чемпионата Европы. Осенью Кристина Ткачева вошла в состав сборной России для выступления на чемпионате мира, который прошел в Нью-Дели. В итоге воспитанница республиканской спортивной школы Олимпийского резерва Кристина Ткачева стала единственной из россиянок, кто завоевал медаль чемпионата мира, став третьей весовой категории свыше 81 килограмма. Всерьез и надолго попал в список сильнейших паратриатлонистов планеты Улан-Денис Михаил Асташов. Свой лучший результат в сезоне 2018 спортсмен показал на международных соревнованиях по триатлону Iron Star. Свое золото Михаил Асташов завоевал, став лучшим на дистанции в плавании 750 метров, велогонке на 20 километров и беге 5 километров. Участвуя в Кубках мира, чемпионате Европы, завоевав серебро чемпионата России, Михаил Асташов поднялся в мировом рейтинге с 42 места на 20-е. Настоящим открытием года стала школьница Екатерина Корнакова, совершившая прорыв в тайском боксе Бурятии. За год она выиграла республиканские состязания, завоевала золотую медаль на первенстве России и стала первой в истории Бурятии победительницей первенства мира. Такого результата на международных соревнованиях Федерация тайского бокса не добивалась с 2002 года. «Беги, Коля, беги!» Так в течение года подбадривали мы бурятского легкоатлета Николая Вербицкого, и Коля не подвел. Мастер спорта выиграл чемпионат России на своей коронной дистанции 800 метров. Он показал лучший результат в стране – 1 минута 48,82 секунды. Последний чемпион России у нас в Бурятии был в 2005 году. Из-за санкций российским спортсменам не разрешается участвовать в международных соревнованиях, что очень драматично для бурятской легкой атлетики. Ведь у Николая Вербицкого есть все перспективы попробовать свои силы на международных стартах. Нельзя не отметить и победы бурятской тхэквондистки Яны Сердюковой. В течение года воспитанница Федерации тэквондо Бурятии стала победительницей первенства России. Затем завоевала серебро на первенстве Европы. Ну а далее пошло по накатанной. Яна Сердюкова выиграла первенство Азии и поднялась на вершину пьедестала первенства мира. Хочется Яне и всем спортсменам пожелать очередных спортивных успехов в наступившем 2019 году.